Дорогие мои друзья, подписчики, сегодня я приехал в гости к Ивану Соболеву. Сегодня с вами сделаем обзор на маленький самолетик. Ну и познакомитесь с пилотом, с Иваном Соболевым. Он вроде бы вон там. Всем приятного просмотра. Долгожданная годовая встреча. Ничего не понятно, куда идти, куда ехать. Ну да, давно я здесь не был. Да, в этих краях-то? Ага. На мотике. Honda, слушай, мощь какая. В Южной Корее на мотоцикле ездил, так что опыт есть. Ну, в Южной Корее это да, там и На работу ездили. там и асфальт хороший. Да, не по таким кочкам. Ну вот он, красавец. Ну он это, китайский, покупной. Еще до кризиса брали. Сейчас такие, уже таких нету. Ага. Название есть у самолета? Cessna 172. Сколько он вместимости? Четырехместный. Ну, в принципе, он уже самостоятельный. Просто у него через каждые 3 месяца надо приезжать в Якутск. Сахар ты, наверное, не это, да? Ты как спортсмен сахара не кушаешь. Все ем. Все ешь. Ну, твои первые ощущения, когда ты за штурвал сел, сам поднялся самостоятельно. Ну, это да. Необычное для человека, привыкшему ходить в двухмерном пространстве, да? А здесь еще появляется третье измерение, это вверх-вниз, как птица. Все это связано еще с риском для жизни. То есть адреналин, да? Да, конечно, это всегда адреналин, это всегда такие впечатления. Очень. Ну и авиация это, конечно, романтика. Это что-то такое необычное, что-то. Не все это могут, не все умеют. Ну и немногим дано летать, как бы. Поэтому такой интересный. Мощность двигателя. Ну, здесь стоит Lycoming 320, мощность двигателя 150 лошадиных сил. 150 лошадиных сил. Скорость какую развивает? Ну, скорость у него в круизе, в штиль. Круиз спид это 178-180 км в час. Угу. Конечно, если попутный ветер, то это плюс на скорость ветра. Ну, бывало 230-240. То есть бывало и если встречный ветер, ну, 160, там, 150, 140 летишь, когда хорошая встреча. Я вот хотел узнать, слушай, а вот если вдруг в полете двигатель заглохнет, у него есть планирование или он? Ну, эти самолеты, они проектируются как бы с тем расчетом, что они хорошие планеры. То есть он на выключенном двигателе может пролететь достаточное расстояние, то есть спланировать на площадку, на дорогу. Самое твое на сегодняшний день длинное расстояние? Ну, на нем, наверное, с Хабаровска 2000 километров. С Хабаровска? Да, ну, как бы не лично я, то есть там, ну, я участвовал в перегоне этого самолета с Хабаровска. Да. Как бы личное мое расстояние, ну, наверное, 600 километров в одну сторону. 600 километров. Да, где-то так. Предполетная подготовка, проверка. Ну, твои вот ощущения, когда ты экзамены сдавал, когда сел за штурвал и вот уже полоса под тобою. Расскажи свои эмоции, волновался? Ну, первый самостоятельный полет. Вот это да, там как бы, когда инструктор
отпускает. Но это после, тоже там есть предварительный, когда курс проходишь, предварительный допуск для самостоятельного полета. То есть это полет в районе аэродрома, по кругам, 3 взлета, 3 посадки обычно человек делает. И вот это, да, вот это волнительно, потому что нет рядом инструктора, ты предоставлен сам себе. И уже как бы психологически, ну там уже просто психологически сложно, и когда уже ты переходишь на вот этот самостоятельный полет, уже легче. А вот это ощущение, да, что ты сам, что нет рядом человека опытного, который помогает, который может помочь, и уже самостоятельно принимаешь решение. Уже смотришь скорость, то есть уже никто не подсказывает, там, прибрать режим, закрылки выпустить, там, ну, то есть уже, ну и плюс волнение, конечно. Это да, первый самостоятельный полет, это, ну, Запоминается на всю жизнь. да, запоминается, конечно. И смотри, вот смотрим крыло, Ага. чтобы оно прошло. Понял, И понял. потом вот хвост, он не проходит здесь. Поэтому хвост надо наклонять. Ну, подведем к этой рамке вот. Хорошо. И наклоним. Он вылезет. Здесь колесо проходит. Толканем. Да, проходит. Да. Один тоже. Поворачиваем. Сейчас, Иван, что будет происходить? Сейчас будем смотреть наличие воды. Да, хорошая работа, мечта миллионов. Там. Нормально. Воды нет. Чтобы смотреть наличие воды в баках. Угу. Они в баке присутствуют разве? Ну, вода может попасть. Да? Ну, то есть она же как бы конденсируется. Да. Из самого топлива может быть примеси какие-то. Потом жара, холод тоже может это. Да, потому что если вода попадет в карбюратор, просто двигатель заглохнет. И тоже много случаев. Особенно когда резиновые баки, есть Cessna с резиновыми баками. И там... Нормально? Да, нормально. Вполне. Надо получше смотреть. Так, Уровень масла, да? Масло в норме, да, все. Так. Ага. Там, смотри, там есть подножка, подставка специальная. Так, смотри, воткни ее, штекер. Там один большой, один маленький наушник. Так, наушники одеваем, да? Да, можешь одеть. Или надеть, или одеть. Я в русском не очень современном. Так, ну все. У меня пилотов удивляет, в больших самолетах у них везде панель. Ну да, там же много систем. Везде кнопки, везде рычажки. Ты это все помнишь, знаешь, да? Что, где, откуда и куда? Да, здесь не так их много. Ну Вот да. по сравнению с теми самолетами, которые ты упомянул. Здесь можно сказать. Да, и вот блок. Так. Ну, обычно говорим мы от винта, да, это не какая-то там суеверие, да, типа, это при запуске для безопасности, говорится, от винта, чтобы люди отошли от винта и не попали под винт. От винта. От винта. Раз. Слышу. Так, камера, не знаю, запишет, не запишет звук.
Все, вот мы запустились. Значит, давление масла, температура масла, топлива у нас есть, нам хватит, зарядка, температура выпускных газов, высотомер. То есть мы ставим QNH, приведенное, ну я знаю по высоте, это будет, потом нам еще диспетчер скажет, давление, это показывает скорость подъема, скорость спуска, вариометр, обороты двигателя, тахометр обычный, авиагоризонт, воздушная скорость, компас аэронавигационный. Здесь у нас температура цилиндров идет. Это скольжение показывает, шарик скольжения. Ну и тоже turn координатор, такой прибор. Это магнитный компас. Ну все, сейчас прогреваемся. Что, как ощущение? Ну, пока нормально. Как в машине, да? Так, я сейчас скорость настроил. 330, 325. Самолет оборудован автопилотом управления. Две радиостанции дублирующие. То есть у самолета все дублируется. Два штурвала, органы управления, педали, видишь, у тебя, у меня. То есть второй пилот, то есть вот, пассажир, вот, два пилота могут летать. То есть может управлять полноценно самолет с правого места. Дали зачем? Значит, тормоза это вот носками, тормоза, и ногами управляем по земле и в воздухе, это руль направления. То есть это вот на хвостовом оперении. То есть управляется самолет на земле педалями. То есть правая педаль он поворачивает вправо, левая педаль влево. Также и в воздухе. То есть элеронами мы задаем крен самолету, а педалями мы его двигаем вот по этой плоскости. Как-то это все по авиационному должно красиво звучать. Все, друзья, полетим. Сейчас будем выруливать. Смотрим препятствия, наличие препятствий. Все, к взлету готов? Готов. Ну все. Так, управление, смотри, чтобы мне управление не мешало. Да, ну все нормально, не задевает.
Все, можешь отстегиваться. Здорово. Дал мне адреналина. Буду считать это подарком на день рождения. Так, сейчас я отзвонюсь, доложу посадку, отдохнем. И у нас еще один вылет по плану. Так, друзья, мы пойдем чай попьем. Так, твоя кружка какая? Вот эта? Так, без чая, ага. Тебе половинку сделать? А, побольше. Попьем. Пойдет, ага, да. Спасибо. Да, красота. Значит, истинно американец, да? Да, это американец. На 95-м бензине. Ну все, Иван, благодарим за эмоции, за адреналин. Да. Поездили. Что, будем пить чай? Попьем чай. Да, все, друзья, на этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, вам понравится это видео. Полеты, какие красоты сверху. Или как? Нет, вот они три, один одевается. А, то есть, ну, всего три, да? Так что у меня тоже есть малая авиация. Да, она, Я кстати, пилот сейчас... дрона. Да, да, да. Кстати, можно стать официальным пилотом дрона. Тоже там отучиться, пройти курсы. Я думаю, можно с этого и начать. Потом сюда, да? Да, потом перейти в авиацию. Да. Потому что если авиация будет развиваться, это как бы, ну, будет востребовано. Звук приятный. 800 кубиков, говоришь, да? 800, ага. Пересадка самолета на земной транспорт.